Девчат, достала мясо, кусок. Хочу сегодня с Анжелой хотели галушки сделать. Пускай размораживается. Это свежее мясо. Это супруг отвез бабушку в ее село, ну, откуда она родом. Она там ездит часто. Ну, на 2-3 дня она ездит туда. Там братья, сестры у нее. Они резали корову, передали на освежающий кусок мяса. Вот хочу на галушки поставить. А мы, пока бабушка не будет несколько дней дома, мы с Анжелой наведем порядок. Везде все вымоем. Я еще хотела тюль там, ну, постирать это однозначно, но я хотела поменять. Что-то мне хочется, чтобы бабушке что-то уже другое повисело. Да, уже как-то это стало раздражать. Ну, сейчас посмотрим. Ты же со зрителями поздоровайся, Раб. Да, Ну, не прыгай на кровати, Софиш. Друзья, бабушки тут синее покрывало, вы видели, мы его сняли, отнесли на стирку. Вот это тоже нужно снять, постирать. И вот это тюль. Ну, если честно сказать, она мне очень сильно не нравится. Ну, как бы поднадоело. Сейчас все равно окна мыть, будем все убирать. И я хотела сюда повесить другие. А что же чисто белое красиво, да, было бы? Как думаешь, чисто белое? Бой хасхарясарок, что? Да, эрхарьяр. У меня тем более есть в продаже. Они чисто беленькие хочется. Мне кажется, красиво было бы. И даже по краям, и готниш не надо было вот эти желтые, да, Анжел? Бывает просто чисто белая тюль. Ну, на дверях оставить, а тут по краям не надо. А куда моду положить? Ну, они-то не сами по себе, они, ну, они не страшные, но уже как бы поднадоели. Хочется что-нибудь новенького, да? Кэр-хэр? Язи. Сейчас это все нужно убрать. Все это нужно снять, постирать. Это на матрасник. Ну, в общем, постель все тоже поменять. Вот тюль или постель мне, скорее всего, будут новые. Не хочу я этого всего. Перец тоже порошок и используем для, это самое, для стирки, для уборки. Мишань, ты его? А ты с лисичками поздоровалась или нет? Да. Как? Закрой окошко. Я Ляг. встану только. Закрой, мне холодно сильно. Закрывай шторы тоже. Нет, так не надо, Софиш, оставь как есть. Во, молила. Давай эту просто снимай, ее тоже нужно на стирку. Аккуратненько, да, снимай. Снимай ее с кровати, ее тоже нужно на стирку отнести. Неси туда ванну, кидай на стирку. Бабушка чистую постель. Ой, нужно будет здесь обзорчик, да, Анджела, замутить у бабушки. Дорожки все собрали. Все надо постирать, вымыть. Тянь, что, Сан? Жахка тоже все, над кроватями пыль попротирай хорошо. Мама, Какая че посылка? Угу. что это? Положи. Это духи, да. Отнеси стирку, пожалуйста, что я тебя попросила, Ляг. А почему попрыгунчики не привезли? Это другие духи, Ляг, это другие. На его другие. А да, твои духи привезли. Анжела зеркало. Зеркала начищает, вымывает, да, Анжел? Так, скажи пересадки. Шикарные какие, смотрите. Да, вот бабушку на подарок делаю. Да, друзья.
Девчат, вот эти все вымыла же, как они стали блестеть сразу. Хазю мебель, очень красивая. Это турецкая? Да. Бабушки мебель красивая, видите какая? Бабушка лучше всех кормит. Да, покрывала сейчас бабушке постелим. То заложила я постирать. Ну, у нее два, она двумя пользуется. Я как-то на обзоре показывала, такие тоже, и продажи есть тоже. Сейчас застелим. Это уже постиранный, в шифонере лежал раньше. А то синий был с наволочками, сколько времени. Сейчас поменяли, пока постираем. А это пускай пока пользуется бабушка этим. Ну все, друзья, кровать уже застелили. Анжела окна помыла, все с белизной моет. Все полотенцем чистым белым натирает. В общем, у нас идет. Ну, я тоже же. Да, я планирую это. Обязательно не помыть надо люстру. Обязательно. Вот такие вот девочки. Вот такая вечеринка, да, как говорится. Постель тоже поменяли. В смысле, пододеяльник, наволочка. Пододеяльник, наволочка. Так. Тут тоже. Ну, это полы помыть, потом сюда постелить. У бабушки таких очень много. Ей подарили, я дарила. Она все время жалеет, стелит дорожку столетнюю. Мы ее убираем, она опять. Сейчас я Анжеле говорю, пока бабушки дома нет, давай дорожку эту с поля зрения. Постелить нормальный, чистый, новый. Вот этот я ей дарила. Но у нее и другие дарили есть. У нее полно этого всего. И вообще купить это тоже не проблема, коврик. Нет, она бережет то, что... Ну, я говорю, новая комната чистая, сделан ремонт полностью. Друзья, здесь стены мазались заново. Эти стяжки делали заново. Пол здесь был очень неровный. Вы, может, кто следит за мной, знаете. Пол новый делали, новый ламинат, новая мебель, новые обои, новые тюли, все новое. И старый палас, этот тоже новый. А здесь дорожка зеленая, она вообще здесь и не идет. И все, я говорю, так, нужно ее сбагрить, пока бабушки дома нет. А вот это постелить под цвет, он как бы подходит вот этому. Вот, поэтому пока бабушка приедет, будет сюрприз. Пока сюда покладу, Анжела еще тут не помыла полы. Вот. Сейчас, Анжела, нужно снять, позвать Висхана, чтобы он снял. Помнишь, мы когда первый раз Висхан помогал? С армии приходил он. Да. Когда мы впервые вешали, Висханыч как раз на выходные приезжал домой и помогал нам. Не, ну они не страшные, друзья, но... Что, хотя вот это что хочу, это Анжела. Но просто, мне кажется, их нужно снять, постирать и заново повесить, да? С гранулами, чтобы запах был хороший, освежить. Как думаешь? И вообще, по краям бы эти бойниши я бы не вешала. Просто чисто тюль. То, что от солнца, ну, то солнца сейчас уже особо нет, они не закрывают. А то такие они, скажем так, чисто это... Вообще белая тюль была бы красивая. Я посмотрю, если хватит, когда Висхан сейчас зайдет своим отцом кушать, я попрошу, чтобы они измерили багету. И если у меня в наличии есть светлая, именно белая тюль, то я, конечно, дам команду, чтобы отвез на рынок, пускай там подошьют размер от багеты до пола измерить. И будет очень даже чудесно. Чисто беленькая, будет очень красиво, мне кажется, да? Как думаешь? Вот, дигзуди. Да, Анжелик? В общем, во второй серии будет уже конечный результат уборки. Там уже все увидите. Конец. Да. А София куда пошла? Да не, подруги пришла. Это Херхер, Царятни. Куда все? А на сколько? На сутки инстан. Инсулин hayat. Йо. Так, hayat. Ладно, мне худ йохшу. На сутки. Сколько? Мы хотели Кверхер взять, друзья, вот этот пылесос, который мебель, почистить мебель, диваны все, паласы все почистить хотели.
Tahvaaturu miçaldı şu. Хумах бала. Yani katna. Хумах, а видели? Да. Вот такие вот дела. Maatsa okkult. Tuhasun horissa kommentti. Tilivер kattot. Да. Ну что я хочу. Анжела мебель, которую хочу купить, там по краям, где вот как у бабушки, где тумбочки, там освещение, да? Вместе. Сейчас найдете фотку, покажу. Да, постараюсь найти. Я вам хочу показать сейчас, какую мебель я хочу Анжеле. Она, правда, дорогущая, но нам только она понравилась. Ну-ка, дай-ка, Анжела. Смотрите. Здесь механизм встроенный, кровать вообще открывается капитально. Вот зеркало такое красивое. Вот здесь вот. Ариэль называется, да? По краям, да, вот эти вот, как они называются, на зеркалах. Освещение или как правильно? Подсветка. Подсветка, да. Очень красивая такая, вообще шикарная. Прям у нее вот это вот, где, ну, не ножки, а вот такая вот поверхность. Вообще гладкая вот это вот, ну, как это называется, Анжела? Правильно сказать. Ну, вот не ножки, а вот такая гладкая. Вот это вот. Низ кровати, вот это все очень гладкое. И оно не царапает пол такой, знаешь, хорошее. И трильяж красивый, красивые 2 букета тебе поставим, Анжел. И вообще будешь ставить живые цветочки себе, которые тебе дарят. Вот. И будет все капитально. Очень красивый, друзья. 200 с чем-то стоит, но он шикарнючий. Очень красивый. Кровать, когда открывается, там вообще можно весь дом положить туда, в смысле обувь зимнюю, куртки, шубы, я не знаю. Ну, все такое лишнее по сезону. Летом куда класть зимнее, зимой летнее. Правильно? Такие вот дела. Ладно, пойдем мы работать. Сам куда-то поехал? Нет. Ну, сказать, чтобы он измерил багету. Девочки привезли керхер, взяли на сутки. Будем чистить. Дали не порошок? А, вон, да? Ну, хаяляк порошок, говорит, а? Хочется ж показать, нужно вот снять. Окчу хайду ишкаэте, хайду текчу, хай окчу анба. Да? И А порошок не хочешь? сюда. А, гайталяк. И вода, видимо, наполняется еще. Да? Бля, ты рассыпаешь порошок. Ну чего страшного, халат будут тут чистить. Надо порошочек нам дали. Ну можно ко мне Алия приедет? Керхер. Да, мне же здесь будут палас почистить, диваны, девочки, и тот большой палас, который у нас в кухне, белый, большой. Синий диван, да. Ну, будем все показывать. Мам, можно? Надо все почистить хорошенечко. А, нет. Мам, можно? Девчат, ну, мясо на галушке у меня уже закипело. Пеночку я снимаю. Одной рукой так неудобно работать, одной рукой. Это кошмар один. У нас, девчат, у нас это... Не, лука побольше. Ты что, забыла на томатный берег, Анжела? Прям 6, 7, 8. Сколько не жалко, как говорится. Высхан, а кухонный чувак тоже там 2 или 3 лука лежит по навесам. Принеси, пожалуйста. Ма, картофель горячий? Картофель обязательно, да. Картошка так, с расчетом всем по одной картошке, Джо, с таким расчетом. Да. Девчат, мяско варится на галушке. Аппетитное, вкусное. Вот я еще все равно дополнительно бульончик процежу. Сейчас у нас варится. А единственное, знаете, процесс варенья галушек мы вам не покажем. Именно лепки, не варенье, а лепки. Почему? Потому что у нас готовы вареники, пельмени. Но мы с Анжелой выберем день, да, Анжел? Очень скоро мы с Анжелой выберем день.
Вот, где мы именно будем лепить. Вот тут, что нам машинку прислали, вот это вот, для теста. Мы будем в ней месить тесто и будем лепить, и снимем, и вообще на заморозку для себя хотели сделать пакетиков 10 галушек, там вареника. У нас просто налепленные уже есть, готовые на сегодня. И вот, у нас галушки есть готовленные, и вареники у нас есть налепленные, с картошкой, под навесом еще. Манты у нас есть готовая. Но будем мы снимать, показывать, как мы вот будем лепить. Ну, просто там вы не можете это делать. Просто, может, кто захочет галушки сделать, может, кто не делает. Но пока на сегодня у нас есть, нам хватит, а в следующий раз покажем. Все, ладно, Жак, давай чисти картошку. Пока мясо варится. Лучок Софишка принесла. Ляг, пап, кудешь его? Пап там кирпичи ложит. Да, все работают. Так. А где Висхан телефончик? Говорю, Висхан, купи баночку маленькую томата. Томат закончился. Привез банку такую здоровую. Сколько он, 200 рублей? Ну еще. Как-то попросили, да, купить. Кстати, Анжела, я пообещала, что мы обзор снимем с имбирем. Вот этот вот, ну, рецепт, короче говоря. Ой, мяско чисто, так пахнет хорошо, наисвежайшее. Что, сковородку с маслом поставил. У нас будет с чесноком, ну, как это, приправа, да? И с луком тоже. Лука как можно больше. Чесночный, да, берам, по-чеченски берам, соус чесночный будет и с луком, с томатом тоже. Чесночный, это у нас мелко режем, ну, вот это, выдавливаем чесночок и заливаем бульон, в котором мясо варилось. Вот. И готов. Чуть перчим, солим. Угу. Давай, кидаем уже. Ну, хоть нагрелось масло? Ну да. Угу. Как можно больше лука, как можно больше. Пожарить его хорошо. Да. Потом сюда томат, девчат, томат сюда. И бульон с мяса прожарить. Такая подлива, знаете, вкусная получается. Уже чесночок режет мелко. Лук жарится, томат готов. Все, лучок жарится. И будет у нас, он же кусочек это немножко не убран, нужно обрезать. Лучок возьми, вот кусочек. Так, девочки, ну лучок у меня уже жарится. Анжела почистила, кидает картошку. Уже последнее кинула. Всего 6 штучек у нас было картошечек. Вот. Все, Анжелик, закрывай крышечкой. Хайка, здесь, пожалуйста. Картошку кинула. Все, девчат. Бульон я процедила. Все нормально. И вот. Сейчас лучок. Он уже чеснок Анжела порезала. Вот так. Вдвоем с Анжелой делаем. Плотно закрывай. Привет, Сапет. Мама, я не приехала. А что? Гриппом заболела. Ты за ней ездила? А куда ты была? А там кто-то приходил? Нет. А там же один мальчик приходил к нам. Зачем? Ну, ты слышал, как он к нам заходил? Нет. Тоже заходил? Ну, я не слышала. Может, заходил, но никто меня не звал. Папа сзади работает. Мы с Анжелой здесь работали. Девочки, тем временем, пока у нас варятся галушки, тут работа идет вовсю. Бардак, он, видите, какой разбирали старое здание. Висхан, хочу дот мэлэ. Вот кладка. Может, здесь магазин сделать будешь через окна, ну, работать. Что там посади, будто торгуешь. Смотрите, сколько мусора брать. Это все старье, сколько лет оно. Ой, это белилось, красилось. Да.
засентябрилась за окном, как говорится, да, Ви? Так, стирку я развесила. Плед бабушкин постирали. Пахнет, гранулы кинула, девчат. Совсем немного гранул кидаешь. Ничего не происходит. Ни нитки уже сколько раз стирали вообще. Ничего не абсолютно. Двухсторонний. Абсолютно. Полотенце, кто, может, у меня заказывал тогда. Видите, какие хорошие они. Уже сколько стираем их через день. Ни абсолютно ничего с ними не случилось. Ни катышек, ни цветочки даже не попадали. Настолько хорошие полотенчики. Плед блестит на самом деле. Просто хорошо отстирался. Я его сантобаксом сначала, а потом гранулы кинула буквально на 15 минут. И чистенький, пахнет. Сейчас высохнет, шифонер положим, там, пускай пока тут полежит, потом поменяем. Уже покажем. Я вам показываю этот мусор не потому, не говорите, что там грязно. Я же хочу, чтобы вы это видели, сколько работы, что мы чем-то заняты, что мы не бездельники. Чтобы видно было итог работы. Девчат, ну все, томатик положила, девочки томат положила, баночку открыла новый, но он сначала у меня прожарится вот так, а потом где-то минуточку вот так он прожарится лук, а потом я добавлю бульон, в котором варится мясо. Пусть хорошо прожарится. Девчат, я залила бульон отсюда, посолила, поперчила, все, пускай он прокипит. Томатик с подливой. И чесночная будет подлива у нас, и томатная, потому что мы и такую любим. Девчат, у нас будет 3 с чесноком и 3 с томатиком. Вот. Сюда галушки, сюда мясо и картошечка. Каждому по тарелке еще рядом покладу. И думаю, будет все нормально. Правильно я говорю? Сейчас еще 3 для томата. Вот. И, у нас Анжела не будет есть. Она у нас на диете. Мы-то все на диете, но галушки сегодня чуть-чуть покушаем. И сразу на тренировку. Вот. Супруг только зашел домой с улицы. В общем, такие вот дела. Все, зажарочка уже готова. Ее можно выключать. Сейчас я посмотрю, картошка сварилась там или нет. Если картошка сварилась уже, то уже можно кидать галушки. مو حاجة استبيع دير داس عايش كابتن Так, ну все, наши мужчины уже покушали. Теперь мы садимся. Исхан, и друг его был, и супруг, все покушали. Теперь мы садимся. Софишка, всем приятного аппетита, да? Ты что будешь кушать? Как это называется? А? Жижигалныш? Да, девочки, вот такой вот бульончик с чесноком. Это вот с томатиком. Сейчас еще бульон нальем. Мяско, картошечка аж разваренная, капитальная картошка. Ну, в общем, все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Друзья, смотрите, как у нас хорошо.
Мы поубирали везде, чистая постелька. Да, Софиш? И у нас так хорошо везде. Все вымыто. Керхером все почистили. Поласы, все. Единственное, с тюлю что-то сделаем, да. Либо постираем, повесим, либо, если будет столько у меня, да у меня там полно ее, но просто на все это нужно время. Мне абсолютно no problem. Ма, еще кофта, штана. А где моя пижама? Сейчас Анжела принесет пижаму. Когда мне Анжела принесет все, что мне надо, я здесь буду тусу устраивать. Вот так. Крутиться, там сальто делать. Угу. Тебе спать пора, завтра в школу вставать. Нет! Что там? Кроссовки. Кроссовки. Да, мне завтра в школу кроссовки. И что там тапочки, я не знаю. Девочки, мы начинаем обзор. Вот такие антабакс. Они в разных цветах. Есть черные, белые, красные. Но они все, что для цветной стирки, что для белого белья, они разные. Но я хочу сказать, если для белого белья использовать на самом деле цветное белье, то оно все белым не станет. Просто, желательно, есть они для обычной стирки, для белья желательно белую взять, для яркого разного, вот в красной упаковке. В общем, антабакс гранулы, цена 1200, здесь 52 подушки, друзья. Одну буквально капсулу кидаешь, и просто полный барабан пена, и действительно капитально отстирывает. На самом деле, вот, 52, представьте, 52 стирки, действительно качественная, хорошая и стирка, и удобно такой, как портфель здесь. Открывается, очень удобно. Достать их отсюда, взять, просто одной рукой мне неудобно. Вот цена 1200, 52 подушки, то есть 52 стирки, девочки. Цвета есть разные. Друзья, вот такой вот антабакс, смотрите. Они стали дешевле чуть, 1000 рублей сейчас стоит. Вот, несмотря на то, что бутылка по сравнению с этой, кажется, это меньше, нет. Литраж, он одинаковый, друзья. Литраж идет одинаковый. Единственное, там, может быть, какие-то, не знаю, капли. Где литраж написан, Анжела? Указан. Я снимаю. Даже, смотрите, 1,4 килограмм, да? А здесь, секунда, 1,3, 1,36. То есть там граммульки, если могут быть разницы, то наоборот. Не думайте, что в этой бутылке больше, чем в этих. Нет, даже где-то плюс-минус граммы это одинаково. Например, вот здесь 1,3, здесь 1,4. Вот, но это все, как говорится, цена у них одна. На это все цена одна. Это считается как, по одной цене. Но они разные. Вот здесь, смотрите, есть яблоко. Потом здесь авен, антибактериальное средство для посуды. Очень хорошее. Алоэ. Вот, содержит витамин Е. Это что? Антибактериальное, да, средство. Лимон, лайм, да. Но они, в общем, разные существуют, девочки. Но литраж у них плюс-минус, цена у них одна. Это, чтобы вы понимали. Далее, друзья, антабакс у нас разных цветов совершенно. Виды есть, разные цвета абсолютно. У нас есть антабакс и кондиционер для стирки. И у нас есть антабакс, именно гель для стирки. Вот, понимаете? Они разные есть. Вот цена на них 1200. Но что я хочу сказать, что вот 2 литра антабакса я бы не променяла на 9 килограмм порошка АБЦ. Я не хочу сказать плохо. Это порошок тоже хороший. Но он, потому что очень густой. И вообще, это на любителя. Я уже не люблю пользоваться порошками. Более гель. Они не засоряют стиральную машину. Вовнутрь прям барабан на стирку гель. И прям полный барабан пена. И хорошо отстирывает. В общем, я очень довольна. Вот.
Также гранулы для полоскания белья тоже очень хороши. Леноры разные гранулы. Вот Энтобакс, если его взять и ополаскиватель, и гель, хватит очень-очень надолго. Очень экономное и хорошее средство. Также подушечки, то же самое. Очень-очень экономно. Друзья, Перос, как я и говорила, очень хороший порошок. Очень. Здесь еще внутри, знаете, что хорошо, что он еще идет в своей сумочке, в пакете внутри. В этом, ну, то есть при пересылке он точно гарантия, что не рассыпется, ничто не случится, потому что он в защитном пакете еще внутри. И коробочка хорошая. Я, например, когда открываю, я с мешочка высыпаю, закрываю плотно крышкой, и удобно пользоваться. И Перос вообще, кстати, Перос есть у нас ополаскиватель тоже. Вот посмотрите, разные. 1400 миллиграмм. Да, вот этот Перос, он 600 рублей, а парфюм 500 рублей. Перос идет у нас дороже. Не знаю, с чем это связано. При закупке тоже другая цена. АБЦ парфюм у нас 500 рублей стоит. Перос у нас стоит 600 рублей. Ну, там ароматы тоже вообще идеальные. Вот. Перос, свой гули вообще оранжевое ведро. Девочки, гранулы есть разных цветов. У нас просто здесь идут отправки, поэтому все очень бардак страшный. Гранулы, девочки, по 1000 рублей. Очень хорошие ароматы. Хватает надолго. Вы знаете, я беру влажную салфеточку, в нее ложу буквально штук 10 вот таких кругляшек, вот таких вот, да, видите они, и заматываю в эту салфетку и кидаю прям барабан. И оно крутится, и очень даже нормально. Разные цвета. Но у них, друзья, у них это надолго хватает бутылки. Очень. И аромат от стирки идет просто идеально. Если переборщить, то сильный запах стоит на весь дом, просто невозможно. А вот это вот нормально. 1000 рублей стоит такая одна бутылка. Вот, девочки, ведро, Перос. Они, знаете, не всегда на базе бывают цены. И берем мы тоже на разных базах. Бывает плюс 100, минус 100. Плюс даже бывает 200 рублей разница. Это зависит, на какой базе берем и по какой цене они получили. Поэтому один товар может быть по одной цене, потому что цены, доллар скачет, оно меняется. Это может быть. На данный момент ведро вот такое стоит 950 рублей. Тоже отличный порошок Перос. Честно, пользовалась сама. Даю оценку 5 с плюсом. Реально говорю. Вот такие вот ведерки очень. Они есть и синие ведра, цвета есть разные. Девочки, мыло вот такое, Декс, Турция. Массажное, я называю его. Оно по 450 рублей. В данный вот сейчас я товар привезла. 450 рублей штука. Вот посмотрите, как оно внутри выглядит. Шикарный аромат. Нет плохого запаха вообще. Нет, я покупаю все хорошие ароматы, девочки. Все вот как трешь по телу, прям как массаж делаешь. Очень хорошее мыло. Турецкое, называется Dex. Девочки. Шикарное качество. У него очень хорошее качество. И, ну, хорошее мыло. Очень пользуется спросом. Его хорошо берут. Вот такими вот с этими. Пойдем на место, пожалуйста. Девчонки, ну мы собираем посылки. Вот тоже у женщины заказ у Анжелики. Анжелика у нас занимается духами. Вот женщина заказала духи. Как называется, Анжела? Фатьма. Покажи, Анжела, расскажи. То некоторые, мы, знаете, отправляли родственникам на подарок. Они не знали, что это. Они думали, это какой-то крем или что это. Это чисто дубайский парфюм. Запах, друзья, я называю эти духи беспроигрышный вариант. Очень нежные, такие ванильные, цветочные. Ну, все правильно, да. Посмотрите, друзья. Это номер 1. Анжела всегда, я говорю, когда Анжела заказывает духи, она говорит: мам, какие тебе? Я говорю, мне только Фатьма. Не знаю, их много других разных. Нам еще нравится, какие, Анжела, нам нравятся? Хлоя, да, мы раньше пользовались Хлоей. У нас как-то с Анжелой вкусы совпадают. Но вот Фатьма, друзья, это... Ну, нет такой женщины, которая бы получила, сказала: да нет, кис, запах не очень. Вот обещали, а запах нет. Шикарный запах, друзья. 4500 они стоят. Стойкий запах и именно вот такой свежести, знаете, не такой ненадоедливый запах, не приторный, да, скажем так. Я вообще... Упаковочка шикарная, да. И пакетик, сумочка. Где сумочка? А ну-ка. Сумочка.
Все, каждый получит подарок вот такую сумочку. Это чисто дубайский товар, девчат, у нас. Вот, поэтому заказывайте все. Данная посылочка идет в город на Москву к Татьяне, моей любимой. Татьяна моя постоянная клиентка. Танюша, ожидайте посылочку. Вот. Вот такие вот дела, девочки. Красота шикарная. Друзья, вот получила новые дезодоранты. Чисто дубайские, девчат. Шикарные вообще today вот. Аромат просто идеальный, вот просто. И на подарок хорошая вещь. И для себя любимых вот императрица, Кирки. Тут такие названия. Хаяти. Хаяти. Вот это как называлось, я забыла. Окей. Вот эти вот. Как-то они назывались названия. Шейх. Шейх Мансур. Кирки, Этизиана Терензи. Да, 500 рублей, девочки, дезодоранты у нас. Очень шикарно. Вот эти вот два нижних, они по 600 рублей. Вот эти, которые с края. Вот. Шикарнейшие ароматы. Просто не передать словами. Чисто Дубай. В общем, мы сегодня посмотрели. Вот этот Киркел прям вот, ну прям натуральный запах. Вот хороший духу парфюм. Вообще идеальный, да. Все запахи. Я все проверяла и все брала. Я понимала, что люди разные, но все такие невозможных, противных, надоедливых ароматов здесь вообще нету. Вот такая вот красота, девочки. Разные они есть. Хотела показать вам. Пришли новые постели. Друзья, вот Цветы России, постель пришла, это новый вариант. Заупаковывать посылки, шум стоит на весь дом, это ужас. Пока отправим посылки, тут, я не знаю, крышу рвет просто, реально. Женщина у нее большой заказ, но у нее сервис есть Цветы России. И из химии, и вот она еще заказывает постель тоже. Цветы России, это у нас новинки тоже. Посмотрите, евро размер, цена указана. Очень красивая постель, прям такая, знаете, необычно красивая новинка. Вот тоже уезжает к нашей заказчице. Девочки, вот такие вот 5-литровые АБЦ по 1200. Вот, это тоже 1200. Это как вот ас, белизна, как вот ас, да, гель. Она вещи действительно отстирывает капитально, не оставляет там каких-то непонятных пятен. Очень хорошее качество. Надолго хватает. Для стирки белья. Вот это белые рубашки Софийкины я добавляю, стираю. Постель добавляю, стираю. Очень экономное, хорошее средство. Цену я на все указала, девочки. Это Перос, большая бутылка, 1000 рублей. АБЦ, вот эти вот бутылки, они идут по 800 рублей. Вот эти вот АБЦ. Перос 600 рублей. АБЦ парфюм 500 рублей. Перос 600 рублей. Девочки, вот эти вот тоже по 500. Вот это тоже, знаете, они идут с ароматом, как духи они идут, вот эти. Если мишка здесь нарисован, это не говорит о том, что это детские. Нет, совершенно. В магазине, это я об этом говорила, но в магазине мне сказали, что нет. Это для взрослых, для детей. Разницы нет. С парфюмом они идут. Вот запах сирени здесь есть. Запах цветочков. Здравствуйте. Это мой магазин. Ну, пожалуйста, продайте нам что-либо. Что? Ну, не знаю, хоть что-нибудь. В общем, вот эти вот тоже по 500 рублей, девочки. Вот они. Ароматы просто обалденные, девчата, обалденные. Цены на все я указала. На все указала цены. Так, эти 800 сейчас. Привез? Привез? Его штаны, комната, Сенегал? Ты попрыгунчик принес? да, Для меня Девочки. с ароматом клубники.
Да. Что это, Анжела, у нас? Бабу. Диффузеры, да? Диффузеры, да. Диффузеры, девочки, это турецкие. Чисто турецкие. Вот посмотрите. Made in Turkey. Они очень, у них стойкий запах. Аромат стоит на весь дом и хватает надолго. Вот ты можешь показать там это, что внутри? Одну покажи, пожалуйста. Вот здесь палочки, видите? Знаешь, даже есть такие блогеры, которые показывают и не знают, впервые видят. Поэтому, может, люди тоже есть, которые не знают. Это вообще ароматизатор для дома, правильно? Да. Ванну можно ставить, правильно? Дом ставишь, да, это на весь дом Выключаешь, Софиш. пахнет. Так вот раскрываешь, ставишь палочки сюда. И так на весь дом стоит аромат. Да. На весь дом, друзья. Открывайте везде двери, на весь дом стоит аромат. Они все, вот это клубничный, да, так предполагаю? Да. Это Это клубничный. Ты так поставил, да, что? Это у нас запах, наверное, это, наверное, морская волна, да? Да, Свежесть морской волны. Ну, Это- это весенние цветы. Решень. Весенние цветы. Баблган. Баблгам это что, София? Мармеладки? Мармеладки. Или конфеты? Софиш, которая знает, лучше меня знает, дети. Блэкберри. Блэкберри, это Это что, ежевика? Ежевики, лаца, амиор. Ага, очень хорошие. И они у них были все открыты. Я выбрала самые лучшие цвета, друзья. 850 рублей. Турция. Надолго хватает. Аромат стойкий. Обалденный. Обалденный. Девчат, шампуни, бальзамы получили новые. Еще новинки. У нас кое-какие были, а кое-каких у нас и не было. Качество, друзья. Это корейская шампунь, Анжел? Да. Корейская шампунь, Дарал, очень хорошее качество, супер. Вот помоешь голову, а сверху этот гелем, это просто что-то. Флакон, бутылочка. Обратите внимание, большая здесь, 1,2 литра, девчат. 1,2 литра идет. В общем, шампунь 500 и бальзам 500. Это новый товар я привезла. Вот. Разницы нету, не обязательно брать, чтобы один-один к рисункам был. Это мы пользуемся разными, ничего очень. Но мне очень нравится, когда помоешь голову шампунькой, а потом еще бальзамом. Волосы мягкие, девчат. Просто, я не знаю, надолго хватает, банка громадная, вот 1000 рублей. Ну что такое, одна большая 1,2 литра шампунь. Если такие, мы вот ездили в Пятигорск, мы были у бутылочки, были у пятерочки, вот такая вот простая клеер, ну это клеер не простая, это турецкая шампунь, а там даже не турецкого происхождения, вот 485, 500-600 рублей цены, вот реально вам говорю, 1000 рублей за 2, но шампунь нужно брать обязательно с бальзамом, обязательно, оно как-то, вот знаете, одно поддерживает, очень классно, вот 500 рублей бальзам, 500 рублей шампунь. Вот, и аромат у масок вот этих вот шикарный. И волосы, девчат, клянусь вам, будете благодарить меня. Мягенькие. Такие ощущения, как будто все волосы помещаются, ну, в одну твою ручку, да, настолько они становятся такими уютненькими, мягкими, знаете, на голове не как вот взрыв макаронной фабрики, скажем так. Вот. Смотрите, друзья, порошок пришел у нас в новом виде, здесь теперь литр. Вот, на килограмм литр. У нас было сколько там, 800 грамм стиралити, а это литр. Надолго хватает, тоже кась с активным порошком, делает все. Экологически безопасно, не содержит хлор, дезинфицирует, отбеливает, удаляет пятна, убирает застарелую желтизну, запах, ржавчину, очищает от налета. 20 в одном. Это тоже качество, просто оно у нас теперь в новых бутылочках, девчат. В новых бутылках. Сколько у нас стоит, Анжел, порошок? По накладной посмотри, пожалуйста. Накладной. Найди сейчас, Анжела, пока покажешь, а я пока пойду дальше помылу. Далан мыло, друзья. Вот такие вот разные. Сирень запахом прям. Это турецкое мыло. Прям запах сирени, девчат. Обалденный вам, реально говорю. Вот 450 рублей, вот так вот упаковка, 5 штук мыльца, Далан. Они есть там разные, не только сирень, разные есть, я обязательно покажу чуть позже. Далан мыло у нас 4 штуки, Турция. Он для всего подходит, и вещи постирать, и руки помыть можно, и тряпку для посуды, и для половой мы стираем, не очень хорошие. Вот они по 450 рублей, вот с запахом розы и оливки идут. Вот, девочки, вот такое мыло Dex. Вот как типа мы уже показывали, у нас Dex было в упаковке по 4 штуки. Понеси-ка, пожалуйста. Dex у нас уже мыло было с вами, мы уже показывали.
Вот мыло Dex. Здесь 4 штучки, а здесь вот упаковки 6 штук, девчат. Ну, одно мыло стоит 150 рублей. Разные ароматы. Вот с яблоком аромат. Потом вот огурцы. Смотрите, девочки, 150 грамм мыла. Производство Турция. Обратите внимание. Зроблено в Турции. В общем, чтобы вы понимали, мыло чисто турецкое. Мыло очень хорошее. Я вот вчера открыла, нам одну пачку взяла нам отсюда. Вот что-то мне... Ай, аромат апельсина прям, оранж. Печать стоит. Мыло для красоты. Так как мыло идет с парфюмом, понимаете? Мыло для красоты. Мама, где мыло, которое мне нравится? Вот, посмотрите, я вчера апельсинку себе одну достала. Друзья, можно брать по одному, можно брать 2 мыла, можно брать упаковку, а можно сказать: киса, мне 2 таких, одно такое. К примеру, так тоже можно, так тоже сделаем. Упаковку целую можно взять, огурцы. Ой, такая свежесть, так пахнет хорошо мыло. Также вот такие тоже Dex есть, они 4 штуки, массажные, я уже показала, они есть разные. Антабакс 250 рублей, но это вообще, это что? Это что-то с чем-то. Это просто хит, вот я реально вам говорю, просто хит. Он просто заменяет любую белизну. Он отстирывает колготки белые, вот эти воротнички, носки вот эти черные, безобразные, отстирывает на ура, на ура. И, наконец-то, Джа, ты посмотрела, сколько стоит у нас в новом видео стиралити? Ты вчера, я просила тебя сделать. Другая накладная на стуле лежит, возьми, пожалуйста. Написано. Вон там на стуле, я, по-моему, ложила бумажечка. Это новый товар, который я привезла, да, там просто может не быть. Принеси мне, пожалуйста. Угу. Сейчас я секунду гляну, девочки. Стиралити. Да. 800 рублей, девчат. 800 рублей, а то другое стало дешевле. Вот это стиралити 800 рублей. Здесь литр. Да, вот, 800 рублей, правильно. Мне кажется, цена стояла, но я задом повернула бутылку, поэтому я ее не увидела. Ну и девчат, давайте как там в фильме. Да-да-дам. Хочу показать вам ароматы, которые пришли новые. Далан мыло. Сказать, что это что-то. Видите, здесь прям нарисовано парфюм. Мыло парфюм 100%. Роза. Здесь разные ароматы. Если сказать, что я ничего не видела в своей жизни прекрасного, я имею в виду касаемо каких-то запахов, знаете, то сейчас я увидела. Это запахи роз, пион. Это просто что-то, девочки. Это просто что-то. Вы будете меня за это благодарить, я вам клянусь, честное слово. 200 грамм мыла. Просто от тебя будут пахнуть какими-то духами. Очень, причем, хорошим. Туалетное мыло. Вот. Далан. Посмотрите, пожалуйста. Турция. Вот. Обратите внимание, девочки, какая красота. Это вот роза, видите? Роза. Они есть разные. Они есть роза, а есть вот... не роза. Вот такие вот цветочки. Но я не могу сказать, какой из них лучше, друзья. Одно мыло стоит 250 рублей. Но здесь 200 грамм это мыло. Вот оно, видите, как вот с ароматом. Прям бутылочка нарисована. Это шикарное мыло. И вообще из серии Далан и Dex это такая, знаете, хорошая такая линейка. Прям у них прям, ну все у них нет плохого аромата, скажем так. Я вот приболела, у меня голос. Вот разные цветы. Вы можете сказать: кис, нам одну такую расцветку, одну такую. Тоже можно сделать. Кто-то захочет сказать: кис, упаковку, пожалуйста, да? Упаковочку, пожалуйста. Тоже сделаем. Тоже не проблема. Вот упаковки, их 8 штук. Вот. Но я сейчас в эту упаковку положила разных 2, какие они есть. Смотрите, чтобы вам показать, что есть вот роза, пион, а есть вот такие вот, ну, какие-то цветочки. Вот что их 2 разных аромата. Ну, они обои божественные. Я даже не знаю, какой сказать вам лучше, если честно. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Ссылочку на Инстаграм, Телеграм я оставляю. Переходите, пожалуйста, потому что в одно утро мы можем проснуться и просто WhatsApp не может, Ютуба просто не может быть. Вот реально вам говорю. И, ну, чтобы я вас не потеряла, вы меня не потеряли. Если кому я дорога,
Подписывайтесь, пожалуйста, скачивайте VPN. С VPN вы включили с утра и можете смотреть с ним все остальное. Без проблем. Пускай он у вас будет включенный, вы также можете смотреть с ним и Telegram, и YouTube, и Instagram, все. Это нужная вещь, VPN. Без нее не все посмотришь сейчас в интернете. Всем пока, да?